А вот этот вид программы принес радость для российских тэквондистов. Александр Морозов, спортсмен из Ухты, силовое разбивание. О технической части этой дисциплины, Юрий. Ну, в этом разделе программы спортсмен наносит 5 ударов. 2 из которых руками и 3 ногами у мужчин. Вот сейчас спортсмен неплохо выполнил со своеобразной, присущим только ему техникой удара, прямой удар. Сейчас будет удар ребром ладони. И затем удары ногами. Или достаточно бывает, чтобы они просто сложились пополам? Ну, дело в том, что... Да, конечно, чтобы для наглядности, так сказать, для большей убедительности лучше, чтобы они, конечно, рассыпались. Вот без осечек проходят, по-моему, все станки Александр Морозов. Великолепная концентрация, такой быстрый и очень точный удар. Александр Морозов, первый чемпион мира из российских спортсменов. Событие произошло историческое. Впервые россиянин стал чемпионом мира по тэквондо. Хотя российские спортсмены не первый раз принимают участие в чемпионате мира, но вот 10-й юбилейный у нас в Петербурге Александр Морозов стал чемпионом мира в индивидуальном разбивании предметов. Саша, как вы пришли к этому успеху? Попробовал. Как? Ну, во всех разделах надо выступать. Вот. Выступил в разделе разбивания, получилось. Результат есть. Но все-таки, мне кажется, из всех видов дисциплин соревнований по тэквондо, вот именно разбивание предметов, это ваш такой конек. Нет, я не стремлюсь к разбиванию предметов. А все, тэквондо для меня это массоги, спарринг. Сам момент соревнований, от чего вот зависит удача? Ведь бывает тот же самое количество досок можно разбить и не разбить. Вот что получилось? Звезды сошлись. Звезды сошлись? Да. Как? Все, тут все складывается. Это и сила, и скорость, и точность, и частота удара, и все это в комплексе дает результат. Первое место и звание чемпиона мира в соревнованиях по разбиванию занял Морозов Александр, Россия.